Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем наши видеоуроки. Я Александр Чепиков, чемпион мира и главный тренер сборной Республики Саха-Якутия. Сегодня мы рассмотрим такие моменты, которые многие не знают, как делать, но они очень важные и принципиальные. Ну что, поехали. Вот, я рассказал о том, как должны находиться ноги. Вот эта вот линия продольная, это ки. Ки держим, нашли баланс, ки держим, поставили в линию, поставили ногу под рукой, есть параллельные, вертикальные проекции, ногу поставили на линию удара и уже отсюда делаем наклон. Так, те части тела, как они должны быть расположены в идеале, как они должны быть расположены для того, чтобы прямолинейность удара и вообще забитие шара. Это линия удара, куда мы будем бить, куда наносить удар. Также локоть, сейчас покажу, как работает локоть. Если локоть не на том месте, не там, где надо, не в линию удара, допустим, локоть, обычная ошибка, либо так локоть, даже если плечо за головой, вот так, если локоть вот так, то получается ки ходит немножко вот в сторону, влево идет. А если некоторых еще вот сюда локоть завален, на спину, ки ходит наоборот, в другую сторону. То есть получается, что как? Если мы все выравниваем в одну линию, плечо, локоть поднимаем вверх ровно, то весь рычаг, он прямолинейный. Смотрим, все ходит правильно. После того, как убедились, что в свой шар мы прицелились точно в центр, после этого делаем небольшую паузу во время удара и пробрасываем ки вперед. Почему я говорю пробрасываю, а не бью? Еще один важный момент есть. Играть, есть такое понятие, как играть весом кия. Что это значит? Вес кия мы можем почувствовать, когда не держим ки как молоток, а немножко его расслабляем. И вот здесь вот уже чувствуется вот вес кия. А если мы его сожмем, то мы не почувствуем его. Принципиальное отличие в точности нанесения удара. Если мы будем держать ки как молоток, как кувалду, то удар придется неточный. Почему? Потому что идет излишнее напряжение в кисти. И мы в любом случае здесь, как мотоциклисты, вот такое движение сделаем, потому что у нас есть напряжение в кисти. Но если кисть расслаблена, то удар пойдет прямолинейный. И очень важный момент также в постановке техники, я бы сказал, самый основной, и это, конечно, постановка головы. Правильная постановка головы. Голова должна быть как на паспорте. И ки должен быть ровно между двух глаз. Если ки находится вот здесь, это вот частая ошибка, которую я чертил на доске. Если ки находится под правым глазом, то искажается видение, и центр шара смещается чуть-чуть влево, чем он на самом деле есть. Если целиться одним глазом, центр шара смещается, и мы видим другую картинку, не совсем правдивую. Если мы сместимся, то увидим, что немножко нужно поправить. Также и под левый глаз. Очень важно смотреть двумя глазами. Даже были у меня ученики, у которых были
была проблема такая со зрением, и один глаз практически не видит. Даже они нормально играть не могли одним глазом, потому что даже не знаю почему, да, но вот у него второй глаз, вроде он говорит, почти что не видит, но однако же из этого положения, перемещаясь вот в это, прицеливаясь двумя глазами, он начинал забивать очень хорошо и очень стабильно, очень много. Хотя вроде бы даже глаз у него не видит практически. Также в бильярдной стойке немаловажную роль играет мост. Мост – это положение левой руки. Как должна быть левая рука? Правильный мост делается так. Растопыриваем пальцы. Для хорошего упора, для того, чтобы не шаталась рука влево-вправо, делаем бугорок. Мизинец тоже нужно сделать, поднять вот эту косточку. Делаем бугорок. Прижимаем большой палец к указательному плотно, чтобы он не шевелился. И вот это правильный мост. Теперь также немаловажно при постановке моста, чтобы кий ходил по среднему пальцу. Кисть должна быть развернута таким образом, чтобы кий проходил по кончику среднего пальца, когда он стоит на столе. Итак, это открытый мост. Также есть закрытый мост. Закрытый мост делается таким образом. Он из 3 пальцев делается. Делается вот такое кольцо. Потом прижимается средний палец к этим всем, чтобы укрепить. И вот в это кольцо, получается, проходит кий. Плотно сжимаем кольцо между собой. Плотно сжимаем кольцо, прислоняем к среднему пальцу. Прислоняем к среднему пальцу, чтобы это все было упорно. И ставим на стол на 3 пальцах. Опоры на 3 пальцах. Закрытым мостом можно делать очень хорошие удары и довольно точные. Потому что закрытый мост не дает кию гулять влево-вправо не так сильно, как открытый мост. Многие игроки, делая сложные удары, используют именно закрытый мост. Также есть удар, который многие не знают, как делать, когда шар стоит близко к борту. Стандартная ошибка новичков или любителей, да, это они начинают резко вот так вот задирать кий и бить вот таким вот образом. Кий под таким углом держать не стоит, потому что точность удара от этого намного, в разы прям уменьшится. Кий нужно стараться держать также параллельно столу, просто так же, как мы держали мост открытый, также вот здесь вот на кончиках пальцев поставить мост на борт. Вот таким образом, сделав вот, прижав к указательному пальцу большой, кий держим параллельно. Кий держим параллельно и прицеливаемся. Вначале это будет сложно, пальцы будут уставать, но со временем научитесь, и точность при ударе с борта увеличится. Еще один есть вариант, как бить с борта. Когда шар не настолько близко к борту, а чуть-чуть вот так вот. И люди не знают, то ли вот здесь поставить мост, то ли вот здесь поставить. Здесь вроде очень близко, а здесь как-то неудобно. Есть еще один мост, когда мы ставим, кладем вот так вот по линии удара, да, руку на стол, вот так вот ладонью вниз, прижимаем к большому пальцу вот так вот кий и указательным перехватываем вот этот кий, тем самым прижимая указательным пальцем к большому. Еще раз показываю.
Положили ладонь, к большому пальцу прислонили кий, прижимая к большому пальцу кий. И по большому пальцу движется кий по прямой линии. Это очень полезный удар, потому что шар очень часто стоит у борта. Также очень часто возникают вопросы, когда шар стоит у самого борта, и у многих появляются трудности с исполнением такого удара. И опять же, повторяюсь, главная ошибка — это начинают задирать кий очень высоко, потому что думают, что не получится нанести удар при вот таком положении. Хотя, сохраняя параллельность кия, мы тем самым сможем нанести именно точный удар. Но этот удар существует, он называется накат. Удар не в центр шара, а по верху шара. И многие задирают кий, потому что думают, что фиксанут. Но на самом деле, если сделать все правильно, расслабить кий, то удар по верху шара можно сделать, и никакого кикса не будет. Кикс — это удар, когда наклейка проскальзывает по шару. Я сейчас его покажу. Вот именно вот этого удара большинство и боится. Но бояться нечего, нужно учиться. И учиться бить не только в центр шара, но также и поверх шара. Удар так называется с накатом. Наносим удар. Удар с накатом, он привлекателен тем, что шар крутится вперед и идет вслед за шаром, по которому мы ударили. Что такое мел? Мел в бильярде используется, кий скручивается в данном случае пополам, складной кий. Также есть цельные кии. При малейшем падении где-то может просто развалиться.